Настоящие таланты достойны поощрения. Ежегодно одаренные интинские школьники получают именные стипендии правительства Республики Коми. Эта награда является моральной и материальной формой поощрения учащихся, достигших значительных успехов в учебе, научно-исследовательской и творческой деятельности, и назначается талантливым, активным, целеустремленным и одаренным детям. В Инте таких ребят много. Ежегодно учащиеся общеобразовательных организаций побеждают и занимают призовые места в различных городских, республиканских, российских, международных олимпиадах и конкурсах. Стабильно высокие результаты дети показывают во время государственной итоговой аттестации. В этом учебном году стипендии правительства Республики Коми назначены 14 интинцам, 6 учащимся гимназии номер 2 и 8 лицеистам. Все стипендиаты умные и талантливые ребята. При этом успехи у детей не только в учебе. У школьников много увлечений. Они занимаются спортом, волонтерством, танцуют и поют, участвуют в различных акциях, соревнованиях, концертах. Я работаю в лицее номер 1 уже достаточно давно, и вот сколько я работаю, уже более 10 лет, на протяжении этих 10 лет наши ребята принимают участие в конкурсе республиканском на присуждение стипендий правительства Республики Коми. Были такие ребята, которые получали эту стипендию ежегодно во время всего обучения в лицее. Были ребята, которые получали 2 раза и 3 раза эту стипендию. Начиная с 2012 года всегда 5-6 ребят одаренных получали эту стипендию. В нынешнем году эту стипендию получили 8 лицеистов. Это ребята с 8, 9 и 10 классов. Мы стараемся подавать на эту стипендию ребят старшеклассников, которые достигли значительных результатов, и у них очень хорошее портфолио. Причем мы ребят подаем не просто так, а это решение педагогического совета. И ежегодно в нашем лицее в апреле проходит конкурс портфолио. Каждый класс выбирает портфолио лучших учеников, и кто больше всех набирает баллов, рассматривает администрация, и потом решает педсоветом, чьи портфолио будут направлены на республиканский вот этот конкурс, чтобы получить стипендию правительства Республики Коми. В этом году мы посылали намного больше портфолио, но победили только 8, те, у кого больше наград. Я являюсь классным руководителем и куратором 2 победителей конкурса на присуждение стипендии правительства Республики Коми – Чистякова Михаила и Сарапуловой Елизаветы. Детей, которые учатся с увлечением, соревнуются с азартом, стараются каждый день своей жизни наполнить яркими и интересными событиями. Сегодня они герои дня и, значит, по праву могут рассказать о своих увлечениях, достижениях. В лицее я учусь уже как 4-й год, начиная с 5 класса. И самым большим своим достижением я считаю, наверное, победу на республиканском конкурсе этапа «Живая классика» и также получение стипендии. Также мне очень нравятся такие предметы, как технология, математика, даже русский. В технологии, например, мне нравится делать всякие поделки, что-нибудь пилить, сверлить, это очень интересно. В математике мне нравится решать примеры, всякие уравнения и так далее, и мне нравится это, я нахожу это достаточно интересным. В русском, русский язык мне сам по себе нравится, как язык, он очень красивый, литературный, я бы даже назвал его художественным в какой-то степени. Ученик 8 класса Михаил Чистяков – круглый отличник. Мальчик ежегодно участвует в предметных олимпиадах и конкурсах разного уровня. Последние несколько лет успешно выступает в международной олимпиаде по основам наук и занимает призовые места по русскому языку, литературе, обществознанию и истории. Миша является активным участником муниципального фестиваля информационных технологий. 2 года подряд становится призером в номинациях «Мир, который нужен нам» и «Инфопутешествие». Несмотря на все достижения и огромное количество наград с похвальными грамотами, мальчик не сразу поверил в то, что ему присуждена именная стипендия правительства Республики Коми. Я очень сильно удивился, когда узнал о том, что я победил на этом республиканском этапе, потому что я до конца не верил в свою победу. Я думал, что это как-то невозможно.
А насчет стипендии, я не знаю, на что ее мне тратить. То есть мне, в принципе, не на что эти деньги тратить. Я даже не знаю, что-нибудь купить вкусненькое иногда, как, возможно. По словам учителей, Миша обладает неординарными учебными способностями, эрудицией, высокой степенью познавательной активности и волевыми чертами характера. Лицеист по-настоящему любит учиться и всегда настроен на достижение высоких результатов. Чистяков Михаил – необыкновенно творческая личность. В лицее неоднократно выступал в роли ведущего, оратора. И это не случайно, потому что на муниципальном региональном конкурсе «Живая классика» Михаил стал победителем, за что был награжден поездкой в Артек. Я учусь в лицее уже 4-й год, и каждый 4-й год у меня получается завершить на отлично. Если спросят меня, какие мои любимые предметы, то я отвечу – все. Для меня каждый урок – это маленькое увлекательное путешествие. Также я очень люблю участвовать в различных конкурсах и олимпиадах. В прошлом году в муниципальном этапе олимпиад я 3 раза становилась победителем и 5 раз призером. Что принесет этот год? Посмотрим. Я очень стараюсь и пытаюсь написать все олимпиады на 1-е место. Одноклассница Михаила Елизавета Сарапулова всегда в центре событий лицейской жизни. Помимо учебы, девочка активно занимается общественной деятельностью. Лиза входит в состав большой команды российского движения школьников. Она постоянно участвует в различных акциях. В прошлом учебном году девочка вошла в число победителей муниципального конкурса на получение призов в денежной форме для одаренных детей и талантливой молодежи. Конечно, учеба – это всегда очень сложно. Я стараюсь слушать учителей, делаю домашнюю работу добросовестно, и, в общем-то, это помогает мне учиться на отлично. В свободное время, конечно, остается. Я посвящаю его танцам или кружку шитье, на которое я хожу. Сарапулова Елизавета необычайно разносторонняя личность, потому что между собой в классе ребята про Лизу говорят. Лиза умеет все. Она танцует, она прекрасно учится, она поет, она лидер в классе, и это не случайно, потому что на всех муниципальных олимпиадах в прошлом году Лиза среди лицея взяла самое большее количество побед. Алина Наумова – хорошистка. По мнению учителей, девочка обладает разными способностями и активно реализует их в жизни. Особый интерес проявляет к изучению таких предметов, как литература, русский язык, музыка, технологии и обществознание. Алина – творческая личность. Свободное время она посвящает танцам. Уже много лет обучается в детской школе искусств. Оценки у меня хорошие, 4-ки, 5-ки. Занимаюсь дополнительно я хореографией уже 10-й год, мне это очень нравится. Я также занималась вокалом, но потом решила оставить это дело, потому что мне разонравилось. Мой любимый предмет – обществознание. Мне нравится отвечать на уроках, мне нравится задавать вопросы учителю, нравится узнавать что-то новое, интересное для себя. Я также думаю связать свою будущую профессию именно с обществознанием. У Алины много различных наград, дипломов, сертификатов и грамот. 9-классница настойчива в достижении поставленных целей. Я участвовала в республиканском конкурсе чтецов, посвященному коми-писателям и поэтам, и занимала там призовые места. Также я участвую во всероссийских конкурсах, олимпиадах, занимаю там тоже призовые места. Мне это очень нравится, и я не хочу останавливаться на достигнутом, хочу получать больше грамот, всяких стипендий и тому подобного. Что нужно для того, чтобы стать участником вообще этого конкурса? Для этого нужно собрать портфолио. Что входит в это портфолио? Прежде всего, нужно иметь отличные и хорошие отметки по всем предметам. Если есть хотя бы 1 троечка, по итогам за 3 последних года уже не принимают такое портфолио на конкурс. Это самое основное. Далее мы собираем дипломы, грамоты, благодарности за участие в различных конкурсах,
акциях, мероприятий. И обычно победителями или стипендиатами республиканской этой премии становятся ребята, которые успешны не только в учебе, но они добиваются результатов на олимпиадах, они становятся победителями или призерами муниципальных этапов, республиканских этапов. Они являются призерами и победителями на всероссийских конкурсах. Конкурсы могут быть разные, и творческие, и спортивные. В последнее время стали популярны конкурсы, связанные с таким движением, как российское движение школьников. И наши ребята очень активно принимают участие в различных акциях и мероприятиях. И очень многие ребята имеют благодарности и дипломы за участие и за победы в различных конкурсах, и за проведенные активно акции. Поэтому у кого в портфолио оказалось побольше наградных, те и стали ребята-победителями, мы очень ими гордимся. Естественно, для того, чтобы ребенок был успешен, для того, чтобы он знал, что нужно собрать в это портфолио, у каждого одаренного ребенка есть свой куратор. Он назначается приказом директора. Обычно ребенок сам выбирает того преподавателя, с которым комфортнее будет работать и общаться, потому что непосредственно куратор предлагает ребенку принимать участие в том или ином конкурсе. Во всем же принять участие невозможно. Выбираются приоритетные конкурсы. На портфолио вот этой стипендии не принимаются дипломы, которые конкурсы платные. Нужно обязательно, чтобы это были конкурсы очные. Поэтому мы отдаем предпочтение очным конкурсам. И вот куратор следит четко, в каких конкурсах его подопечный должен принимать участие. Вот. Лично я являюсь куратором на данный момент 3 одаренных ребят, хотя у нас в лицее все одаренные, и мне очень приятно с этими ребятами работать. Я, например, как преподаватель английского языка, естественно, беру себе ребят, которые одарены именно вот в лингвистическом каком-то плане, да? Кто-то берет ребят, которые в точных науках сильны, и им легче сопровождать таких ребят. И вот в этом году у нас победили совершенно разноплановые ребята, одаренные и в спортивном плане, и в творческом плане, ну, естественно, ребята-победители олимпиад. Я стал стипендиатом, потому что, во-первых, хорошие учителя, которые помогают развиваться тебе, такие как Пакшин Алексей Николаевич, и другой учительский состав можно, в принципе, не перечислять, потому что все хороши. Дальше я увлечен многим, начиная от юнармии, добровольчеством, занимаюсь волонтерской деятельностью. Также я активный участник РДШ. Я занимаюсь еще плаванием. И в совокупности все эти грамоты и позволили мне победить, стать стипендиатом. Ученик физико-математического класса Александр Бочкарев постоянно участвует в предметных олимпиадах. Мальчик является неоднократным победителем и призером школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников по математике, физкультуре, технологии, астрономии, экономике, физике, информатике, экологии и ОБЖ. Больше всего мне нравится физика, а также до этого была технология. Все из-за того, что есть учитель, который прекрасно объясняет темы. Он может и пошутить на уроках, и серьезно сказать. Он позволяет доступно вникать в тему и свободно изучать материал. Я являюсь куратором у Бочкарева Александра и Константина Ли. Эти ребята увлекаются какими-то более технической направленности, побеждают в олимпиадах по физике, информатике, технологии, участвуют в соревнованиях по робототехнике. Ну, везде у них хорошие результаты. Я увлекаюсь всеми предметами, в основном с физико-математическим уклоном. Очень много хожу на муниципальные этапы олимпиад. Увлекаюсь спортом, имею первый взрослый разряд по плаванию. Также активно участвую в волонтерской деятельности. Сейчас принимаю участие в проекте помощи младшим классам. Хожу, помогаю некоторым с учебой, с проектами с их. Кто-то что-то не понял, объясняю. В копилке Кости Ли много наград. По словам учителей, лицеист достиг больших успехов благодаря своему трудолюбию и настойчивости. 2 года подряд мальчик входит в число победителей муниципального конкурса на получение приза в денежной форме для одаренных детей и талантливой молодежи в сфере образования.
Больше душа лежит к физике и к технологии, наверное. Но технология – это к проектной деятельности, потому что сейчас Министерство образования дало приказ, что в 9 и 10 классе ученики должны защищать ИИП, индивидуальные итоговые проекты. Я выбрал предмет технология, делаю по нему проект. В том году также защищал проект по технологии. Костя учится в 10 классе. В следующем учебном году мальчик будет сдавать единые государственные экзамены. Будущий выпускник решил, что кроме обязательного русского языка выберет физику, информатику и профильную математику. Лицеист планирует поступать в Московский вуз – Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина. Я учусь хорошо, у меня тоже средние оценки. Это 4, 5. Очень люблю историю. Мне нравится изучать историю нашей страны. Это на самом деле очень интересно. Да и мне просто повезло, я хорошо запоминаю даты все. И в связи с этим отлично отвечаю на уроках, на все вопросы учителей. Я занимаюсь хореографией 5-й год. Мы занимаемся в школе, также участвуем в различных конкурсах, все время побеждаем. Мне очень нравится танцевать, поэтому я этим занимаюсь. Полина Русецкая очень активная и всесторонне развитая личность, призер школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по мировой художественной культуре, победитель и дипломант разных степеней многочисленных творческих и интеллектуальных конкурсов. Ученица активно участвует в реализации социально значимых акций и мероприятий российского движения школьников. Ее одноклассник Алексей Дубров тоже всегда в центре событий лицея. Мальчик с активной жизненной позицией, постоянный участник всех праздничных мероприятий. Занимается в театральной студии «Мозаика», ведет здоровый образ жизни, занимается спортом, имеет знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Леша учится на 4 и 5. Особый интерес проявляет к изучению таких предметов, как английский и русский языки, биология и история. Я ученик 9 Б-класса, учусь в лицее уже 5-й год, учусь достаточно хорошо. Мой любимый предмет – это биология, потому что мне нравится изучать строение живых существ и как они живут. Кроме биологии, мне нравится рисование и искусство. Я очень люблю делать скульптуры различных деятелей, писателей, великих людей и полководцев. Я участвую в Олимпиаде основы наук уже 3-й год, и также я выиграл недавно стипендию в республиканском конкурсе. Я хочу рассказать о своей ученице, куратором которой я непосредственно являюсь. И у меня есть программа сопровождения одаренного ребенка. Это Аня Гараева, ученица 9 класса. Она является призером Олимпиады на муниципальном уровне по иностранному языку. Естественно, она еще побеждает в других олимпиадах. Но вот у нее явная одаренность к изучению иностранных языков, поэтому я ее курирую. Мы принимаем участие в творческих конкурсах, потому что девочка посещает художественную школу. Она занимается в театре «Поиск», творческий ребенок. И вот поэтому мы с ней уже несколько лет подаем документы на эту стипендию, и она 2-й год уже подряд ее и получает. Ребята получают стипендию с сентября по май, то есть 9 месяцев у них будет некая сумма, которая будет находиться на их книжках или карточках, и они могут и пользоваться, как они хотят, этими деньгами. Именные стипендии правительства Республики Коми в размере 350 рублей выплачиваются детям ежемесячно на протяжении всего учебного года. Сумма небольшая, но главное – это внимание и поддержка. За успехи в учебе, творчестве, спорте, за победы и призовые места местных, региональных, всероссийских, международных олимпиад, конференций, конкурсов и соревнований стипендии назначены 6 учащимся гимназии номер 2. Я с 1 класса участвую в школьных и интернет-олимпиадах и была награждена многими сертификатами, дипломами. Я являюсь отличницей с 1 класса, и это моя первая стипендия. Настя имеет награды за успехи в олимпиадах по русскому и английскому языкам, истории. По словам гимназистки, ей нравятся все предметы, но больше она интересуется точными науками, математикой и физикой. Добрая, умная, человек, на которого можно всегда положиться, это лишь малая часть слов, которых можно адресовать Насте. Человек, который всегда поможет
Она неоднократно помогала мне в проведении классных часов, рассказывала детям интересные факты про тех же добровольцев. Для Насти это первая такая стипендия, первая победа, но я уверена, что будет еще, потому что этот человек настолько усердно работает, ее можно постоянно увидеть с книжкой, она человек, правда, на которого можно положиться во всех вопросах. Также отдельную благодарность, конечно, хотелось бы выразить ее родителям, которые привили эту любовь к знаниям и к обучению в целом. К истории 17 века мы относим картину Кившенко «Переяславская Рада». Что произошло на Переяславской Раде? Кто вспомнит год? 1654, 8 января 1954 года. Обратите внимание на зимний период. Иногда по картинам встречаются вопросы на верность, неверность суждений, что изображенные на картине события произошли зимой. То есть, если внимательно не рассмотреть, если не помнить дату, это 8 января 1654 года, то, собственно говоря, вы и не определите. А здесь четко видна зима, и при этом мы еще соотносим с точными знаниями проведение Переяславской Рады. Гимназисты разбирают олимпиадные задания, исторические события в картинах известных художников. Для ребят, которые занимаются углубленным изучением истории, не составляет большого труда дать правильные ответы. Для ученика 10 класса Кирилла Меладзе это один из любимых школьных предметов. Помимо участия в олимпиадах, мальчик занимается проектной деятельностью и достиг определенных успехов. Премию правительства Республики Коми я получаю уже во второй раз. У меня появился опыт с прошлого года, мне помогала моя мама и также учителя. В этом году я уже старался делать все сам, и добился успеха, очень рад этому. В школе я также принимаю участие в различных олимпиадах муниципального и регионального уровня, также являюсь призером, победителем премии мэра многочисленно. И, конечно, без помощи семьи и учителей, я думаю, что было бы сложно до этого добиться. Я для себя выбрал историко-лингвистическое направление, то есть историю, право и языки. По истории как раз в декабре будет проект готов уже, который мы с моим преподавателем и техническим консультантом готовим. Мы память бережно храним, посвященный Великой Отечественной войне, а также право, языки просто в процессе школьного обучения мне понравились, и я решил ими заниматься и хочу продолжать. Кирилл – это один из трудоспособных учеников нашей гимназии, потому что, мне кажется, за любое дело, за которое он берется, у него получается и всегда виден результат. Сейчас наша современная жизнь, она в значительной степени связана с проектной деятельностью, с умением проектировать, начиная от собственного времени, и заканчивая какими-то значительными делами. И у Кирилла, я бы сказала, есть определенное чутье к проектам, то есть алгоритм проектной деятельности у него уже выработан, у него уже есть хороший опыт, результативный опыт участия в проектной деятельности. В прошлом году он стал победителем 18-й межрегиональной конференции «Интеграция», которая проходит при Ухтинском государственном университете, техническом университете. И в этом году, 17 декабря, мы будем участвовать с Кириллом уже в 19-й научно-практической конференции, также «Интеграция», где готовим новый проект. Если в прошлом году Кириллом был сделан замечательный проект, который был посвящен юбилейным мероприятиям, связанными с празднованием 350-летия Петра Великого, то в этом году мы обсудили и сначала отталкивались от юбилейных мероприятий, посвященных битве за Москву, а потом уж так вышло, что мы расширили
необходимость создания данного проекта до границ Великой Отечественной войны, потому что вот опрос показал, что ребята действительно хотели бы знакомиться с таким ресурсом образовательным, где в одном бы месте были собраны все необходимые факты о Великой Отечественной войне. Ну и создаем игру по битве, потому что в 2021 году, вот 5 декабря буквально у нас годовщина, 80 лет со дня наступления со дня начала контрнаступления под Москвой. И 9 декабря в честь празднования Дня Героев Отечества мы со старшеклассниками проводим вот ту самую игру, которая также является частью нашего проекта. Проект заведен как отдельный сайт. Единственное, что мы пока сюда, конечно, игру не выкладываем, потому что было бы несправедливо, да? Даже и Кирилл, собственно говоря, не совсем все про нее знает, потому что он тоже будет участником команды. А потом сайт пополнится. И вот именно с данным проектом мы будем выступать в Ухте. Кирилл проявляет особый интерес к олимпиадному движению. Он участник не только муниципальных олимпиад, региональных, он поскромничал, он пробует себя еще и в различных вузовских олимпиадах. Поэтому вот его трудоспособность, она позволяет добиваться серьезных результатов. И я думаю, что еще впереди 11 класс, и это далеко не последняя победа Кирилла, как получение премии правительства Республики Коми. Я думаю, что у этого юноши очень много еще впереди. Мотивированные учащиеся нацеленные не на узкий профиль, а увлекающиеся разными науками и видами деятельности широко смотрят на мир. Все ребята талантливы и уникальны. Они нестандартно мыслят и заявляют о себе на различных мероприятиях, будь то научная конференция или спортивные соревнования. Я получила премию благодаря моим успехам. Во-первых, в олимпиадах. Я очень много участвую как в городских олимпиадах, так и в прошлом году получилось выйти на региональный уровень, где я стала призером олимпиады по экологии. Также я занимаюсь с 1 класса шахматами, где я также добилась больших достижений. И благодаря этому я смогла получить премию. Больше всего мне нравится химия с биологией. Мне нравится также участвовать в олимпиадах именно по этим предметам. Наверное, потому что я хочу связать свою жизнь с медициной. Осипова Оксана здесь не с 1 года учится, она пришла, по-моему, в 5 классе. Ну и сразу заинтересовала нас, учителей естественных наук, потому что как-то хотела заниматься биологией и, наверное, потом химией, потому что пятиклашки не изучают. Ну, что можно о ней сказать? Но это есть такое понятие, как медалист, золотой медалист школы. Вот, наверное, под все категории и попадает. Она талантливая, наверное, можно сказать. Сейчас есть такой термин «одаренный ребенок». Она участвует, наверное, во всех мероприятиях. Она спортсменка, занимается шахматами. И так получилось, что мы с ней выполнили, наверное, очень хорошую работу исследовательскую, которая касалась исследования. Мы проводили исследования, как влияет озонатор на содержание токсичных веществ. И это ее работа, которую она, в принципе, сама выполнила. Заняла 1 место на конференции в республике «Первые шаги». И также она является призером конференции «Я исследователь, открываю мир». И она является призером на Олимпиаде по экологии, где выступала с той же работой достаточно успешно, 38 из 38 баллов. Так что она молодец, и я думаю, что и экзамен сдаст хорошо, и поступит куда хочет, на стоматолога, как она хочет. Самые юные стипендиаты – учащиеся начального звена гимназии номер 2 Евгения Лозова и Алина Кривцова. Несмотря на то, что девочки учатся еще в 4 классе, достижений у них уже достаточно много. Портфолио с таким количеством дипломов, грамот и благодарностей есть не у всех 11-классников. Я очень хотела вообще попасть на эту стипендию, и я очень много старалась. В этом мне помогала моя семья, учитель и мой воспитатель. Как я получила стипендию, мы проходили очень много конкурсов, рисовали, участвовали в олимпиадах. Там, к примеру, есть сайт «Меташкола», там мы проходим олимпиады, еще у ЧРУ.
там всякие карточки, олимпиады, конкурсы, рисую. Сейчас в 4 классе урок математики. Мальчишки и девчонки на лету складывают, умножают, делят в уме непростые примеры с 2- и 3-значными числами. Женя Лозова любит учиться, читать, обожает сказки Владимира Сутеева. Любимые предметы в школе – русский и французский языки. Девочка мечтает поехать в кругосветное путешествие. Русский язык, потому что он у меня очень легко получается, я понимаю, и я вообще люблю что-то писать, сочинять, к примеру, как изложение, сочинение. А французский мне нравится, потому что это очень интересный язык, и мне хочется что-то о нем узнать и выучить его. Я получила эти достижения, стипендию эту именную, из-за того, что мне помогали мои учителя, воспитатели и родители, конечно. Мы все искали конкурсы, олимпиады, рисунки можно рисовать, где делать оригами, и чтобы за это получать всякие дипломы и грамоты. Я горжусь всеми девочками нашего класса, особенно Алиной Кривцовой и Женей Лозовой. Они очень дружные, активные, помогут всегда в трудную минуту и в любой момент могут тебе помочь. Например, с домашним заданием, если тебе очень трудно. Например, могут помочь, если ты с кем-то поссорился, то они могут нас помирить. Они очень добрые и хорошие. Я за них очень рада. Они получили целую республиканскую премию. Они спортивные, активные, самое главное, дружные. Мне кажется, они не зря получили эту стипендию. Они ведь обе лучшие подруги, по моему мнению. Мои одноклассницы очень добрые, Женя и Алина. Они очень дружные, они постоянно помогают, они радуют тебя, могут рассказать какую-то шутку, утешить, когда ты грустная. И помогают очень хорошо. То есть я с ними дружу, и я уважаю их. В 4 А-классе, дружном и сплоченном коллективе, много умных и талантливых ребят. Дети с удовольствием проводят время вместе, и не только в стенах гимназии. Мы очень дружный класс. И я очень хочу поблагодарить всех за помощь в стипендии. И то, что мы получили эту стипендию благодаря всем окружающим. Я еще стремлюсь к более большим достижениям в учебе и спорте. А мои любимые предметы – это математика, информатика, английский и французский. Почему мне эти предметы нравятся? Потому что в математике мне нравится все вычислять, а на информатике нравится работать с компьютером. А на английском и французском я очень люблю изучать новый язык и люблю писать на иностранных языках. В прошлом году Алина Кривцова вместе с Соней Ивановой стали самыми юными обладательницами республиканской стипендии в истории гимназии. В этом году Алина получает уже 2-ю свою стипендию, а Женя Лозова, ей впервые присуждена стипендия. Девчонки трудятся, они посещают спортивную школу, центр внешкольной работы, детскую школу искусств. Совместно с педагогами доп. Образования и учителями гимназии они достигают и покоряют все новые и новые вершины. Вот, например, с классным руководителем Еленой Павловной Воловник девчонки участвуют и побеждают и в школьных, и во всероссийских, и даже в международных олимпиадах. Мы с девочками участвуем в конкурсах декоративно-прикладного творчества, конкурсах чтецов, различных всероссийских и международных акциях принимаем участие. И особенную благодарность хочется сказать родителям, потому что без их помощи, без их поддержки, понимания путь к стипендии был бы гораздо труднее. Мы с Еленой Павловной очень гордимся нашей самой первой стипендиаткой, нашей выпускницей Юноной Кисляковой. В этом году Юноне уже в 4-й раз присуждена именная республиканская стипендия. Вообще, получение стипендии доступно каждому. Просто нужно очень много трудиться, не бояться, верить в себя, дерзать, и все обязательно получится. Ведь трудящийся достоин награды своей.
Раскрыться талантам и способностям детей помогают опытные интинские педагоги. Для всестороннего и гармоничного развития школьников учителя организовывают и проводят огромное количество внеклассных мероприятий. В процессе таких занятий умники и умницы развивают творческие и интеллектуальные способности, наблюдательность, самостоятельность, проявляют инициативу, приобретают определенные умения и навыки, вырабатывают настойчивость и трудолюбие. Талантливые и одаренные школьники с самых ранних лет знают, что важно и нужно идти вперед, не останавливаться на достигнутом, хорошо учиться и продолжать развивать свой научно-исследовательский и творческий потенциал.